Тот эксперимент, который мы проводили на соевом шроте с содержанием ГМ-линии, разрешенной в России, соя 43.2, эта же соя разрешена для употребления в пищу. Однозначно, что эта соя вызывает, ну скажем так, вопросы к ее безопасности. Дорогие друзья, коллеги, позвольте мне ввести вас как бы в курс дела. На одном международном форуме мне был задан вопрос о том, как у нас обстоит дела с кормами для наших сельхозживотных. Я сказал, ну как, ну поступает корм с-за рубежа, свой корм есть, все такое прочее. И тогда канадские коллеги спросили меня, скажите, пожалуйста, а у вас нет никаких проблем с животными, которых кормят этими кормами? Я сказал, вы знаете, я, так сказать, особо не в курсе, у нас такой специальной статистики не ведется. И вы понимаете, у нас тогда возник вопрос, а для кого это столь важно? Вот для науки или для общества? И тогда мы решили, а действительно, ведь в принципе корма – это наша с вами продовольственная безопасность. И если есть негативные эффекты, то какие они? Мы просто взяли обычный корм, который поступает в наши хозяйства, которым кормят наших хрюшек, коров, коз, кур. И нам этот корм прислали из Краснодара со всеми сопровождающими документами, в которых, кстати говоря, было написано, что там нет генетически модифицированные компоненты. Мы эти корма отдали в лаборатории и запустили эксперимент с получив согласие от уважаемого Института проблем экологии и эволюции. После лабораторных исследований было показано, что в том корме, о котором я говорил, полученном нами, присутствуют ГМ-компоненты, а именно соевый шрот. Более подробно сейчас вам расскажет все Алексей Васильевич. Эксперимент был очень простой. Мы взяли вот несколько групп этих животных, посадили их парами в отдельные клеточки, давали им самый обычный корм, которым их кормят всегда, и они прекрасно на этом корме живут, размножаются. Ну вот в одну группу мы ничего не добавляли, просто кормили обычным этим кормом лабораторным, в другую группу мы кормили вот этим соевым, ну просто соей, которая не содержала ГМО-компонентов. Третья группа была с одним содержанием ГМО, и четвертая группа с более высоким содержанием. Вот было таких 4 группы. Ну и оказалось, что вот эти пары, которых мы кормили в начале, они вполне нормально дали первое поколение, и все, в общем, все было более-менее хорошо. Но когда мы взяли из этих детенышей уже из первого поколения, составили новые группы, новые пары, вот там мы уже увидели и продолжали их кормить вот этим же кормом. Оказалось, что эффект достаточно серьезный, что уже там идет подавление роста, развития, они медленнее достигают половозрелости. В тех группах, в которых мы кормили ГМО-содержащими кормами, вообще не смогли получить детенышей. Но в итоге, вот как заключение, оказалось, что животные, вот, которые испытывали воздействие этих кормов, они отстают в соматическом росте и развитии, у них нарушается соотношение полов, больше рождается самок, что говорит обычно вот об угнетении как бы популяционного вот такого потенциала. Сегодня российские ученые после проведения независимого исследования говорят, у нас есть вопросы к безопасности. Почему власть не сомневается в том, что можно разрешить в России 17 не до конца проверенных линий? Ни разу, когда мы находили ГМО в продуктах, на них не было маркировки «содержит ГМО». Ни разу. Необходимо создать систему контроля. Хотела уточнить, вам канадский коллега говорил по поводу плодовитости свиней, а Да. как бы не выясняли вот этот вопрос в России, она действительно падает? Мы нашли только статистику, вы знаете, что плодовитость у людей падает. 5 миллионов пар, которые не могут зачать детей, поэтому вот эта статистика есть. А свиньи у нас пока, к сожалению, еще никто не меряет. А почему вы не рассказали то, что интересно журналистам наиболее всего вот в этом вашем опыте, по которому вышла статья в докладах Академии наук, а именно о появлении, ну, скажем так, волос в ротовой полости и далее? Но мы пока не связываем это с ГМО, потому что трудно сказать вообще, с чем это связано, почему это появилось. Может быть, это свойство только у хомяков.
Итак, действия, которые необходимо сделать. Надо запретить эти 17 линий, и надо выделять деньги на науку, которая будет исследовать эти линии, их безопасность, разрабатывать новые, я не знаю, технологии защиты и контроля продуктового рынка. Россия должна быть защищена.